попасть? Есть такие? Есть, таких много. Ехали далеко, наверное, да? А зачем? Не, ну серьезно, зачем? Так рано встали, далеко ехали, зачем? Ага, хорошо, тогда можно свет в зал? У меня тогда вопрос к залу. Кто из присутствующих в Oriflame на 9 и выше процентов? Можно руки поднять? Ого, нормальненько, так хорошо. Аплодисменты для вас. У нас совершенно потрясающая аудитория, которая пришла не просто узнать новости, я надеюсь, не просто узнать что-то о продукте, аудитория, которая пришла узнать о том, как с этим продуктом работать, о том, как с этими новостями работать и развивать бизнес. Правильно? Так или нет? Да. Так вот, почему фокус на продукт важен в развитии лидерства? И можно долго на эту тему дискутировать. Есть один очень простой ответ. Любое новое звание, любой новый уровень, любой новый старший менеджер — это что? Ну, давайте, помогайте мне. 7500 баллов бонуса, правильно? Да? А что такое баллы бонуса, что такое 7500 в конечном счете? А за товарооборотом кто стоит? Кто стоит? Консультант, потребитель, да, клиент. Да? То есть откуда баллы бонуса берутся? От счастливых, лояльных, довольных консультантов, клиентов, тех, кто голосует за наш продукт своими деньгами. Правильно? И для того, чтобы росли звания, для того, чтобы развиваться, для того, чтобы двигаться вперед по лестнице успеха, исполнять свои мечты, важно что? Важно, чтобы таких консультантов в вашей структуре было как можно больше. Правильно? А для этого лидер, консультант компании Oriflame должен очень хорошо знать нашу продукцию. И не просто ее хорошо знать, а знать ее преимущества, определять, находить потребность у своего клиента и рассказывать, как продукт может решить ту или иную потребность нашего консультанта. Это крайне важно. И когда мы смотрим на рынок, когда мы смотрим на продажи, у нас, конечно, достаточно много показателей, о которых мы сегодня говорить не будем. Но я вам скажу об одном очень важном показателе, как мы как мы позиционируемся на рынке. Вот у меня вопрос к вам: сколько брендов, сколько производителей косметики вы знаете? Вот попробуйте сейчас посчитать быстро. Это очень сложная задача, наверное, да? Не 10 и не 15, наверное, много. 20, 25, 30 здесь, в Беларуси. Те, кто продаются в магазинах, те, кто там по каталогам и так далее. Достаточно много, согласны? И вот во всем этом многообразии мы с вами находимся впереди. И это очень важно. Буквально 2 недели назад мы получили результаты 2014 года Евромонитора. Очень уважаемая такая компания, да, очень уважаемое исследование. Так вот, аплодисменты вам. Oriflame Беларусь занимает 1-е место по доле бренда. Да? То есть мы самые-самые узнаваемые. Мы самые-самые большие в Республике Беларусь. Это очень важно. Это важно для вашей ежедневной работы. Этим нужно гордиться, этим нужно пользоваться, потому что люди, которые еще, может быть, не стали вашими клиентами и консультантами, они уже что-то знают о Oriflame, они слышали об Oriflame, и это будет всегда помогать. Поэтому такой очень важный факт, именно как бренд. Да, бренд номер 1 Беларуси. Это очень важно. Что еще? Почему фокус на продукт важен для развития лидерства? И сейчас мы проведем с вами такой эксперимент. Я попрошу добровольцев, кто вот поближе. Марина, Валер, можно вас на сцену? Давайте, поддержим. Марина у нас будет бизнесом, а Валера у нас будет кризисом. Бизнес у нас такой устойчивый, хороший такой бизнес, на 2 ногах стоит, пришел кризис, попробуем, давай вот так вот, да? Ну, стоит нормально, более или менее, да, сейчас, ну-ка, не опускай, одна нога у тебя, одна, давай. Ну-ка, пришел кризис, что делает? Так, ну, тут давай, кризис, ветер дует, ураган, а присядь на одной ноге, на одной ноге. Кризис пришел, что?
Аплодисменты моим помощникам. На самом деле, спасибо большое, ребят, на самом деле идея очень простая, и как птица не может лететь с одним крылом, и на лодке невозможно плыть, если одним веслом пытаться грести, так и в нашем бизнесе абсолютно невозможно быть успешным в долгосрочной перспективе, если вы пользуетесь чем-то одним. Потому что у нас есть два столпа. Есть каталог, наш продукт, есть план успеха. И я хочу сказать, что наши лидеры, наши партнеры, они план успеха знают, как правило, очень хорошо. Где деньги заработать, как что, то есть, ну, так более или менее, да, как распределяется, все понимают, и они это знают хорошо, и они первое, что пытаются рассказать своим новым консультантам, это про бизнес. Сразу же. Вот он сам хорошо знает и сам пытается рассказать. Наверное, это неплохо. Но, с другой стороны, мы должны всегда помнить о нашем втором важном столпе, о нашем продукте. Да? И большинство новичков, они приходят все-таки на продукт. Они приходят на преимущество нашего продукта. Они приходят для того, чтобы решить какую-то свою конкретную задачу. Да? Там, постройнеть, покрасиветь, там, что-то еще. Да? То есть, и мы с вами должны быть исключительно грамотными, чтобы предложить то, что необходимо данному консультанту. А иногда бывает так, что и вызвать эту потребность. Вы знаете, я вот проработала в компании «Орифлейм» 17 лет, и буквально недавно Альбина Стрельская у меня создала потребности, которые я не знала. К сожалению, я не знала, что когда ты накладываешь макияж, нужно пользоваться консилерами, специальными средствами под глазами тональными, для того, чтобы кожа выглядела лучше, не растягивать. Ну, не буду сейчас, очень интересно. Альбина мне рассказала, я поняла, что у меня такая потребность есть, хотя я о ней не знала. И сейчас я пользуюсь совершенно потрясающими нашими средствами, консилерами, я знаю теперь такое слово, и рассказываю всем своим друзьям о том, что это действительно круто. Но вы мне скажете, что да, вот сейчас такая ситуация, кризис, сложно, у людей стало меньше дохода, они не хотят тратить деньги на косметику. Соглашусь с тем, что кризис, соглашусь с тем, что стало меньше дохода. Насчет того, что тратить деньги. И здесь я предлагаю вам посмотреть на совсем недавнюю историю, 20 век, и есть такой феномен, который называется эффект губной помады. А что это значит? Вот во времена Великой депрессии, в начале 20 века, огромное количество компаний разорялись в одночасье. Да? То есть General Motors, авиаперевозки, то есть такие огромные гиганты, они теряли состояние, не разорялись. Вы видите, вот эта цифра, это динамика их продаж во времена Великой депрессии. Что же было с производителями косметики? А там все было ровно наоборот. Да? Не дешевой косметики, не самой простой, не примитивной. Они росли. Их объемы продаж увеличивались. И вот вопрос, почему это происходило и как нам с вами это может помочь. На самом деле это действительно очень интересные цифры, которые я рекомендую вам посмотреть, записать и использовать для работы именно со своими консультантами. Потому что вопрос, кто чувствует себя хорошо в период кризиса. Кризисов было много, да? Не первый, не последний. И есть такая статистика, что в период кризиса очень хорошо себя чувствуют производители кондитерских изделий, производители спиртной продукции и производители косметики. Косметики, средств по уходу за кожей. Почему? И прямые продажи. Это тоже важно отметить. Почему? Потому что женщина, она ни при каком кризисе, ни при каких обстоятельствах не захочет себя обделять и лишать радости, удовольствия. И если она не может себе позволить полететь, отдохнуть, не знаю, куда-нибудь там на Канары или в Париж съездить, или в Милан на шопинг, или, может быть, просто съездить в отпуск с детьми на море по какой-то причине, по причине отсутствия денег, то она всегда себе купит отличный крем, средства по уходу за кожей, она обязательно себе купит новую банку. И аспект кризиса, прямые продажи дают возможность разговаривать, общаться в атмосфере позитивных людей, чего нет в других индустриях. Это тоже нужно помнить, это наше с вами преимущество. И я хочу сказать, что в Беларуси тоже не первый кризис. Да? И я посмотрела продажи
за последние годы, я поговорила вот буквально с коллегами, которые работали здесь, и с Димой в этот период, и с своими коллегами здесь, в Беларуси, и цифры показывают в том, что Беларусь в период последнего кризиса росла. Было много новых званий на банкете директоров, был постоянно положительный прирост продаж. И об этом важно помнить. И важно помнить, что на сегодняшний день это наше с вами время. Надо быть более агрессивными, надо быть более профессиональными для того, чтобы забирать свою долю рынка, для того, чтобы забирать своих потребителей, для того, чтобы создавать свою клиентскую базу и свой товарооборот. И это 100% ваша ответственность как партнеров компании. Потому что наш продукт и наш каталог – это инструмент построения бизнеса. Знания, которые вы будете получать, это знания, которые дадут вам возможность быть конкурентными на рынке, быть лидерами рынка, строить свой бизнес, развивать свои структуры, увеличивать товарооборот и достигать новых званий. Итак, что такое продукт? Мы с вами проговорили, это, конечно же, товарооборот. Это возможность рекрутировать, приглашать людей в бизнес. Это дублицирование в структуре. Если вы знаете продукт, если вы умеете вкусно, интересно о нем рассказать, то же самое будут делать ваши консультанты и ваши менеджеры в вашей структуре. Это, конечно же, источник дохода. Это 100% актуальность для каждого. Для консультанта-потребителя, для консультанта-продавца, для лидера, который строит бизнес с компанией. Что для этого нужно сделать? На самом деле все просто. Нужно фокусироваться на системную продуктовую коммуникацию. Нужно быть профессионалами, нужно знать все о нашем замечательном продукте и не просто знать, а рассказывать и обучать свои структуры для того, чтобы быть успешным вместе с компанией Oriflame. Я желаю вам огромного товарооборота, я желаю вам активных консультантов, я желаю вам сегодня очень продуктивного и эффективного дня. Спасибо вам большое.